Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о женском костюме второй половины XVIII века и рубежа XIX-XX веков. Все новое – это хорошо забытое старое. Этим высказыванием вдохновляется современная мода, что подтверждает элементы одежды, которые носились в прошлом, но актуальны и сегодня. Какие же новшества появились в гардеробах красавиц второй половины XVIII века и рубежа XIX-XX веков? И самое главное, чем они были обусловлены? Основные модные тенденции второй половины XVIII века можно увидеть на предполагаемом портрете Анны Александровны Полянской, фрейлины Екатерины II. Данный портрет кисти Ивана Петровича Аргунова, русского художника и автора целого ряда парадных и камерных портретов. Известность Ивану Петровичу принесли портреты петербургской знати. Уникальной особенностью этой картины является авторская подпись и точная дата создания произведения. В 15 лет по настойчивому ходатайству своей тети Екатерины Романовны Дашковой, которая была одной из образованнейших женщин того периода, а с 1783 года и стала директором Петербургской академии наук и президентом Российской академии, Анна Александровна была возведена в достоинство фрейлины. Сама Екатерина Романовна написала: «Через князя Потемкина мне хотелось выхлопотать у императрицы определение дочери Полянской во фрейлины, что было близко моему сердцу и составляло одно из пламенных желаний моей сестры Елизаветы. Я побежала с этой новостью к сестре, которая ужинала в тот вечер у графа Воронцова. Она была в полном восторге от нового назначения, давшего ее дочери положение и вес в свете». На то, что перед нами фрейлина, указывает фрейлинский шифр, усыпанный бриллиантами знак отличия, который носили придворные дамы в должности фрейлин. Представлял он из себя брошь в виде одного инициала – императрицы Екатерины II. Композиция увенчалась стилизованной императорской короной. Шифр носили на банте голубой андреевской ленты, прикрепляя к платью на левой стороне корсажа. Быть пожалованной шифром означало получить придворное назначение на должность фрейлины, а это, в свою очередь, зримым воплощением мечты. Шифр вручался лично императрице, и происходило это в неофициальной обстановке. Мы можем обратить внимание и увидеть, что основу платья составляет корсет. Рукава повторяют силуэт платья. Лиф по возможности оставался гладким. Корсаж дам украшали букетики цветов. Интересной особенностью является сложенный по диагонали квадратный платок из легкой ткани, муслина, батиста, кружева, прикрывающий шею и декольте, который называется фишу. Этот элемент появился в одежде французских женщин нижних и средних слоев общества в XVII веке, которым богатые аристократки отдавали свои поношенные платья. Декольте у них были глубокие, и чтобы не выглядеть непристойно, новые хозяйки надевали сверху фишу. Со временем эту моду переняли и знатные дамы. Таким образом, фишу стала выполнять несколько функций. Прикрывала вырез и сохраняла нежную кожу аристократок от солнца. По сравнению с модами предыдущих десятилетий, линии женской одежды конца XIX – начала XX века значительно упростились, стали более плавными. На выставке представлен женский летний дневной наряд. Наряд, который состоит из юбки и белой блузки. В таком наряде женщина могла выйти на прогулку или в гости. Блузы шили из белого вышитого тюлевого кружевного полотна. Украшением мог служить цветочный рисунок. Перед блузой был присборен кокетки, образуя напуск, так называемую голубиную грудку, которая являлась одной из главных модных тенденций конца XIX века. Эта форма помогала женщинам шнуроваться намного меньше и слегка маскировала талию. В 1903 году распространенный модный журнал рекомендовал модницам для скромного дневного наряда юбки без всякой отделки. Юбка горчичного цвета, представленная витриной, выполнена из шелковой тафты, из 7 расклешенных к низу клиньев разной ширины. Примерно от уровня колена она спадает волнистыми мягкими складками. Носилась юбка поверх такой же нижней расклешенной шелковой юбки, с оборками по подолу. У данной юбки, представленной в витрине, складочки украшены отделкой из белой вуали и с вышивкой решелье. Когда юбки стали короче и на обувь обращали больше внимания, то с такими платьями носили туфли-лодочки. Летом обувь была большей частью светлой и носилась с чулками в цвет обуви. Можно заметить, что обувь взрослой женщины небольшого размера. Маленькие аккуратные ножки – признак дворянского происхождения. Аристократки старались мало ходить пешком, не утруждали себя тяжелой работой, тем самым оберегая изящество своих ног. Дополнить свой образ барышни могли невесомым шелковым шарфом. В витрине можно увидеть шарф с рисунками из синих маков в стиле модерн. Окончательно завершить свой образ модницы могли ювелирными изделиями, например, таким, как медальон. Подобного рода украшения дарили девушкам. В них те помещали фотографии тех, о ком хотели сохранить память.
На лицевой стороне медальона можно увидеть рельефное изображение французской лилии, что также характерно для стиля модерн. В числе украшений интерьера дворянской усадьбы могла быть и античная статуя, например, женщина из белого мрамора, танцовщица. Скульптура выполнена по оригиналу Антонио Кановы. Создана танцовщица, предположительно, в Западной Европе, в первой половине XIX века. Аналогичная скульптура экспонировалась на выставке в Берлине. Завершает наш интерьер кресла конца XIX века. Спасибо за внимание, до новых встреч!